Ну, зато если сейчас ударит... О, видишь, весь живец пожеванный. Конкретно пожевал его кто-то. И отпускаем по новой. Если щука ударит, то она должна забагриться сразу. О, живец еще живой. О. Так что живец еще немного... Оп, вот она, видели, да? О, видели, да? Вот, опа. «20 ноября. Начинается, друзья, новый день. И новый день начинается у нас, в принципе, неплохо. Вышел на озеро и вижу, одна сработочка есть, один загар, вторая с конца. И пока дальше пока не вижу. Возьму с собой бур и буду как бы пробуривать новые лунки, потому что старые лунки, они уже как бы немного затянулись. И чтобы не раздалбливать, начиная с конца, буду просто возле старой лунки бурить новую и переставлять жерлицы. Погнали. Так, вчера мы на этой жерлице одну щучку уже ловили. И одна щучка вроде бы как... Одну отпустили и одну поймали еще после этого. Так, ну что, смотрим. Смотрим. Ага. Лунку затянуло, чтобы не отдалбливать. Я просто буду ледобуром просверливать потом здесь, да и все. Ложная сработка. Никого. Леска вымотана вся и сошла. А может быть и не сошла. Что-то пошло. Нет, что-то дергает. Что-то некрупное дергает. Опа, исход. Исход, друзья, видели, да? Вот так вот. Прямо, ну, где-то грамм на 700. Вон, крючок как вывернула. Хорошо, что не с крючком ушла. А с крючком бы она никак не ушла. Но крючок вот так вывернутый. С двойника. И ушла. Я прямо видел лунки уже она. Не такая уже маленькая была. Вот такая где-то, наверное, щучка была. Грамм на 700. Ну и ладно. Значит, сегодня щуке повезло больше, чем мне. А поводок-то уже конерой, блин, какой. Ну, я так думаю, это не первая и не последняя. Так что будем ждать сработок. Вчера тоже с утра сработок не было. Потом пошло-поехало. Сегодня, думаю, будет так же. Опа-на. А это что за картина? Флажок тю-тю-ля-ля. Тю-тю-ля-ля. Но жерлица не размотана. А флажок тю-тю-ля-ля. Странно. Еще и примерзло все. Ладно. Тю-тю-ля-ля. Тю-тю-ля-ля. И здесь нифига. А что это было? Нет, что-то было. Вон, размотано. Все размотано. Вон, щука. Ха-ха-ха.
Ху-ху-ху. Шура-гайка. Мелочь пузатая, но заколотила до шахты. Видите, да? Вон крючок там аж в желудке. Так что сегодня тебе, шура-гайка, не повезло. Мы будем тебя ням-ням. Вот она, вот она. Вот она, вот она. Сил даже не хватило жерлицу до конца выпутать. Где-то в траве, видать, запуталась. И все. Вон. Как вы сами все понимаете, у нее шансов нет. Никаких. Заглотила как взрослая. Как взрослая девочка. Вот так вот. Ну, первый пошел. Первый пошел. Ну, дай бог не последняя. Так, здесь у нас еще живцом. Пока, наверное, поплавает, пойдет. Пока поплавает, пойдет. А я-то еще говорю, нет сработок, нет сработок. А тут аж такие сработки, что флажки улетают. Ладно. Это дело мы поправим. Погодка вообще прелесть. Небольшой такой морозец. Полный штиль. Кедровка слышно орет только. Вообще красота. Дай бог, чтобы так целый день продолжался. Совсем из головы вылетело, что на этот раз я взял с собой что? Камеру Калипсо. Думаю, а что я не смотрю? Давай посмотрим вместе с вами, что у нас находится подо льдом этого озера. Посмотрим, есть ли здесь окунь, щука и вообще другая рыба. Посмотрим? Я так думаю, стоит посмотреть. Тикс. Тикс. Чехол уберем пока, чтобы не мешался. Вот, ну давайте вот с этой лунки и начнем. Жерлицы так вот переставляю. Бурю рядом лунку. Вот здесь вчера была сработка у нас. Так, давайте сразу посмотрим, что я не включил камеру-то. Так. Давненько мы ее не пользовались. Опа. А, блин, щучка, я думаю, где-то сработка была. Так, включили. И давайте сразу, где тут вспомнить надо, запись-то включается. Вот здесь, наверное. Так. Включаем. Так. Запись пошла. Запись пошла. Не знаю, как будет видимость, пока ничего не вижу. Пока ничего не вижу. Но здесь глубины, правда, побольше немного. Вон. Последний раз мы этой камерой снимали озеро с Иваном Григорьевичем на последний лед. Ага, вот дно. Ага, дно вижу. Чистое ровное дно. И никакой растительности, никакой живности. Угу. Здесь рыбы нет. От слова совсем. Ни щуки, ни окуня. Ладно. Я так думаю. Вот тут еще 4 лунки пробурил. Сейчас здесь посмотрим. По-быстрому. Дальше проверим все жерлицы в первую очередь. Ну а потом, когда будем блеснить,
рядом пробурю лунку и там посмотрим. Вот вторая луночка. Вон, видимость у нас хорошая. Чистое, аккуратненькое дно. Если честно сказать, подледный мир этого озера я смотрю впервые. Нормальное озеро, красивое. Только чем они здесь питаются-то, блин? Тут жрать-то нечего, не зря. Все щуки такие худые, блин. Вот они друг друга и жрут, наверное. Но тут травы меньше, на глубине. А там дальше, на мели, очень много травы всякой разной травы. И она потом начинает, видать, гнить. И это озеро где-то после Нового года уже буришь лунку, оно просто реально вонючее. Вонючее. Пахнет тухлятиной, блин. Слышно, шумит Печора. Не сегодня, а завтра, наверное, будет ледостав на Печоре. Я так думаю. Видать, здоровые пласты уже плывут. Капитально шумит. Обычно такой шум стоит перед ледоставом. Река встанет, потом вода прибудет, будут забереги. Скоро надо будет уже выезжать на рыбалку на Печору. Так. Нету, ладно, не будем тратить время наше и ваше. Мы с вами посмотрели подводный мир. Рыбы пока мы не увидели. Так что обилием рыбы здесь. Опа, вот она. Что это было? Вот, окунь. Вот он, окушарик. Вот он. Опыт, подошел, вот он. А мы говорим, животины нету. Вот он, неплохой окушарик он. Есть окунь здесь, оказывается. Так, куда ты делся, куда ты пропал? Подошел прямо к камере, посмотрел. Один единственный окушок. Но он был. Где ты? Вот он. Угу. Вот он, этот окушарик наш. Подходит к камере, вот он. Значит, рыба находится возле дна. Вот такой вот окунь. Красавчик. Все-таки засветился ты на нашу камеру. Вот такой вот красавелла у нас. Ну чё, ловиться будем на блесну? Я так думаю, будет. Куда он денется? Вот так вот. Поворачиваемся. Во. А чё ты один? Где твой мама? Где твой папа? О, ушел. Угу. Понятно все с вами. Сейчас мы тебя попробуем поймать. Это что такое было? Все. Выключаем. И здесь камеру выключаем. Все, рыбу мы увидели. Значит, рыба здесь есть. Сейчас попробуем поймать. Чисто ради прикола. Клюнет он на блесну, не клюнет. Я так думаю, мне кажется, клюнет. Так, я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Так, здесь у нас окунь есть. Ну, подходи, не стесняйся. Полосатый. Не крупный, но... Так, все. Раз. Удочка. Вот коми рыбак. Кто еще не видел? Вот. Коми рыбак написано. Видите, да? Вот. Спасибо, Миш, за такой прекрасный подарок. Так, дно нашли. Все. Если она подошла к камере, окунь подошел, я так думаю, к блесне тоже должен подойти. Вчера, если я поймал на ратлина, надо было сразу кидать, когда он здесь был.
Возможно, он ушел. Ладно, 10 раз подкину и все. 2 раза кинул уже, 3. 10. Ты смотри-ка. Ладно. Он, наверное, ушел. Блин. Ладно, друзья. Все это делать будем попозже. Сначала проверим все жерлицы. А то я уже отвлекся, блин, с этими окунями. Потом опять день пройдет. Раз. Не факт, что он не ловится. Он мог спокойно и отойти в другую сторону куда-то. Но то, что рыба не кишит здесь, в этом озере, мы это увидели. Не так тоже много ее. Так, ну вот, притопали мы на широкую часть озера. И что я вижу, что на новом месте, где мы вчера куда переставили жерлицы, загар, второй загар и вот третий загар. 3 загара есть, и это хорошо. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим, что на этих 3 загарах. Опачки. Так, леска размотана до петли, значит крутила. Значит, крутила до конца, до упора. Сопротивления никакого. И вообще ничего нет. Живчик покусанный и дохлый. Так что меняем живца. Так. Что у нас на этом загаре? Это вроде бы дергает. Да, вымотана полностью. О, вот, видите, да? Что-то там есть. Это жерлица. Подарок. Мне подарили ее. Вот она. Вот как она дергает. Рома с Полиной, сын, подарил. Рома с Полиной подарили. Это так что подарочная жерлица у меня. И сейчас посмотрим, что у нас там. Крупная, не крупная, интересно. Расширять лунку, не расширять, влезет, не влезет. Давай немножко расширим на всякий случай. А вдруг там монстр. Так вот. Расширили. Так, видно, надеюсь, да? Приготовим мы крючок. Вот такой вот крючок. Да на всякий случай. Где ты? Где ты? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Здесь очень мелко. И очень много травы. Может быть и коряги. О, потяжки хорошенькие. Давай иди сюда, моя хорошая. Ну не надо только путаться. Запуталась. Ну, ёшкин ты кот. Ну-ка распутывайся сама. Надо было меньше оставлять. О, порвали. Будем надеяться, что это только трава. Все, вот она. Вот она, видите, да? Так. В лунку полезай. Опа! Вот так вот. Красота. Вот так вот Ромкина жерлица. Ромкин подарочек. Сработал. Вот такая вот чуренция. Мелкая рыба есть. Куда заглотила? До самой шахты. Отлично. Вторая на сегодня. И еще загар третий. И вижу там
на новом месте, где вчера переставлял, еще один загар. Так что у нас 2 загара. 2 загара. Ура, урара. Текс. Ну что мы скажем? А мы скажем, что здесь что-то распутано, но вроде как бы не до конца. Примерзло немножко. Немножко. Так, что у нас здесь? У нас здесь, походу, никого. Ну, распутала нехило. Много размотала, здесь мелко. И ушла. Что-то ей не понравилось. Что-то этот живец ему не понравился. Тем более зацеплен он за спину. Значит, здесь вчера уже щука была, пожеванный живец, и взяла еще один раз. Так что меняем этого живца. Ставим живого, этого пока убираем. И попробуем, что он скажет нам на живого живца. Так, если кто-то что-то пропустил, живца я наживляю вот так вот. Поводок сую в жабры. Двойничок сюда. Обратно вытаскиваем сюда. Получается вот такая вот красота. И отпускаем туда. На живого, я думаю, шансов больше, чем на дохлого. Вот еще один загар. Опа, 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 опа. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится, когда подходишь и жерлица аж клюет. Так. Вот это мне красота нравится. Застыла малеха. Так. Это мы освободили. Опа, опа, опа. Молодец, молодец. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, надеюсь, улезет. Так. Где там у нас крючочек? Приготовим мы крючок. Так, все видно, да? Поехали. Опа, опа. Нифига себе. Красотка. Вот тут вот, конечно, надо было убрать немного. Опа, опа. Это заявка. Блин, вот тут вот надо убрать. Лучше уберу сразу, чем потом. Ну, с Богом. Что-то там серьезное. Так, видно, надеюсь, да? Опа. Так. Что у нас там? Опа. У страха глаза велики. Но все равно хороша. Хороша. Вон такая. По-любому больше килограмма будет. И какая она худая, заметьте, да? Здесь, походу, вообще жрать нечего на этом озере у них. Вот такая вот красоточка. Енскадан. Заглотила по самые не балуй.
И это радует. Одна голова, блин, худющая, господи. Ну, отмучилась. Отмучилась, красоточка моя. Все. Ну вот, Янцкадан. Вот такая вот наша коллекция пополнилась вот такой вот красоточкой. Здорово. Так, друзья, это кто-то ночью приходил. Какой-то гость. И судя по следам, это, наверное, у нас двойной след. Не пойму. Ну-ка давай, охотники, чьи следы? Две лапки выдра. Выдра обычно на брюхе ползает. Куница. Хрен его знает. Я в этих следах не силен. Так что жду комментариев, чей вот этот след. Пробежала вдоль берега в одну сторону, крутанулась и в другую. Вот там. Ну не норка точно. Судя. Или похоже на куницу, наверное. Хотя тоже навряд ли. Или выдра. Хай его знает. Ладно, у нас еще вот один загар на новом месте. Сейчас мы проверим, что там. И потом начнем, пробурим лунок 10-15 цать и пройдемся с блесенкой. Так. Ну а здесь интересная картина. Подошел, катушка не крутилась. Я еще подумал, ложная сработка. Не дотянула до петли даже. О, а теперь пошла крутить. Вон, видите, да? Хотя сработано было давно. Тут одна версия. Возможно, где-то она в траве запуталась. Сейчас просто услышала мои шаги и рванула. Значит, чисто теоретически она уже должна, по идее, подсечься уже. Засеклась, наверное. Так. Ладно. Приготовим на всякий случай крючок. Не знаю, что там. И пусть лучше крючок будет наготове. Повторюсь, здесь бывают экземпляры достаточно хорошие. Но это не крупные. Это не крупные. Что-то не больше килограмма. Спокойно идет, не дергается. Ушла, что ли? Вон сколько размотала. О, не больше килограмма. Ну да, ну да. Совсем не больше. Эй, подруга, тебе повезло. Вон. Засеклась малеха. Так что иди. А, нет, сначала давайте загадаю желание. Давай, загадывай желание, чтобы ты принесла трофейную щуку. Можно 2. Килограмм на 5, на 6. Давай, исполняй желание. Вот так. Сейчас посмотрим. Голянчик. Гальянчик у нас пожеванный весь напрочь, но живой. Он как тряпка весь пожеванный, но еще шевелится. Так что голянчика тоже отпускаем сюда. Живцом мы экономим. Я так думаю, если мамка придет по щучьему, как его, по щучьему велению, по моему хотению, да прибудет здесь трофейная щука. Вот. Вот это я сказал. Обалдеть. Так, игра Ратли нам пока не приносит результатов. Проверил лунок 7, наверное. И вижу загар. Сработала жерлица. И не теряя ни секунды,
Мы идем проверять. Полчаса назад где-то, наверное, здесь проходил, возле этой жерлицы. Вот загар. О, еще один загар. Красота. Там мы тоже проходили. Только что сработало. Второй загар. Ну, это отлично. Это Зевбур. Так, с собой у меня ни крючка, нифига нет. Ни пешни. Так сказать, пришел с голой жопой. Блин, не сломать бы пластик. Вот сходи запишни. Так, ладно. О, нормально. Нормально. Так, что-то дергает. Что-то дергает. Что-то дергает. И уже не дергает. Уже мы зацепились. Зацепились об лед. Ну, что за фигня? Блин, палочка нужна. Если была бы щука, она бы отцепила, наверное. Не, зацеп. Куда-то мы зацепились. И щуки не видать. Щуки не видать. Нет. Что за фигня? Херня какая-то, блин. Ничего не понял. Но щука была, что-то дергала. Вот. Живец пожеванный. Ладно. Цепляем живца за спину. И кидаем опять. Этот живец уже не жилец. Ну, зато если сейчас ударит... О, видишь, весь живец пожеванный. Конкретно пожевал его кто-то. И отпускаем по новой. Если щука ударит, то она должна забагриться сразу. О, живец еще живой. О. Так что живец еще немного... Оп, вот она, видели, да? О, видели, да? Вот, опа, сход. Видали, да? Блин. Прямо здесь сейчас ударила щука. Ну-ка попробуем еще. Вот так вот я отпускаю. И она прямо здесь вот возле лунки ударила. О, еще. Взяла. Все, тащит. Подсекаем. Опа. Круто. Вот такая вот шурагайка. Не будем тебя отпускать. Мы спортивной рыбалкой не занимаемся. Это уже съедобный размер. Не прикольно? Видали, да? 2 раза нападала. Вот так вот живцом сыграл. И мне кажется, я даже вытащил ее. Она не за крючок, а за живца она зацепилась. Вот так вот. Игра живцом называется. Обегорили мы все-таки эту щучку. Пойдет, что, блин. Жаренок. Все, кончились. Круто я ее. Ну, ладненько. Уже неплохо. Так. А что я вижу
А я вижу, у нас еще один загар. Ну, это уже хорошо. Это уже радует глаз. Это дает надежду. Блин, надо вообще-то с корытом ходить. О, Ромкина жерлица опять сработала. О, крючок здесь. Отлично. Ну, что там у нас? Никто не вымотал ничего. Опять шурагайка, что ли? Что, опять будем играть? Давай поиграем. Ну, хапай. Не хочешь, как хочешь. Ладно. Еще не вечер. Здесь у нас вот такая вот херня. Все перепутала. И кто-то дергает. Кто-то дергает здесь. Так, видно, да? Не крупные. Вот такая вот. Госстандарт. Берем не качеством, а количеством. Вот такая вот уже небольшая шурагаечка. Заглотила. Ничего страшного. В принципе, надо брать здесь всю щуку. Мне кажется, это озеро заморное. Потому что после Нового года здесь ни одной рыбы нету. Только вот единственное, что я не знаю, это здесь вытекает ручей. Возможно, рыба скатывается по этому ручью. Если нет, то вся рыба все равно здесь подохнет. Так что благородство здесь нахрен не надо. Надо брать все, что ловится. Так, все-таки я добрался до блеснилки, до своего ратлина. Пробурил он штук 15 лунок. Тут, короче, глубокое место, узкое. Здесь идет на расширение. Там озеро мелкое. И вот тут как бы свал получается такой. И позапрошлый год мы здесь половили с Иваном Григорьевичем окуня, плотву. Ну, правда, ловили на мормышку, на блесенку. И поймал я здесь одну щуку на балансир. И вот воспоминания об этой щуке. Как бы сначала пройдусь ратлином. А вдруг будет повторение того, что было. О, здесь еще глубже. Здесь еще глубже ямка. Ямка, ямочка здесь. Вот так вот. Посмотрим. Поиграем ратлином. Потом пройдусь блесенкой. И если не будет сработок, пожалуй, все-таки съездим в избу на Печоре за вещами. И если будет время, может быть, закину на второе озеро еще десяток жерлиц. Первый окунь. Вот такой вот. Клюнул на ратлин. Я так думаю, если на ратлин была поклевка, значит на блесенку они должны половиться. Но все равно сначала все пробуренные лунки пройдусь ратлином.
Лунок 10 уже прошел, не было ни одной поклевки. И тут вдруг откуда ни возьмись. И все. Ладно, время терять не будем. Буквально по 10 забросов каждой лунки, и все, идем дальше. Здесь уже немножко мельче. Где-то щучку я здесь поймал, в этом районе, 2 года назад. Ну давай, ударь, как Иван Григорьевич, чтобы оборвало. Так, ратлин нам успехов не принес. Будем пробовать на блесенку. О. И вот на блесну сразу. Так, что? Если клюют живцы, значит надо их ловить. Вот такой вот живчик клюнул. Так что оп, вот так вот. А это уже не живец. Вот так вот. Ратлин ратлином, а блесна блесной. Ну, как жадно-то съел, бля. Да ёшкин ты кот. А ты здесь поплавай. Крупняк налево. Опа. А мелочь направо. Так, ну чё, где наша камера? Давайте посмотрим, наверное, в камеру, что там происходит. Раз так, это что, у нас живец? Блин. Ну, когда ловится, вон, только отпустил. Раз. О, уже поклевка. Нет, окунь окунем. Давайте посмотрим подводный мир. Если рыба есть, она никуда не денется. А рыба походу есть. Ну-ка давай вот в этой лунке попробуем. Оп, сразу. О, вот тебе на. Но это была, друзья, щука. Сука, а не щука. Тварюка, блядь. Ну все, хана вам, блядь. Потому что сразу только на спуске был удар. И плакала моя блесенка. Без поводка здесь делать нечего. Блин, только что же прошелся там ратлином, блин. Что ж на ратлина-то не кидалась, блин. Сейчас она у нас плавает с блесной. Если не скинет. Только что прошелся с ратлином. И на ратлин она не отреагировала, блин. А тут прямо на спуске хлоп, сразу удар такой и перекусила. Сразу получается. Ну вы сами все видели, это было, надеюсь, в кадре. Теперь я тебя должен не просто поймать. Я просто обязан тебя поймать и вытащить эту блесну с твоей пасти. Ну, не знаю, с блесной будет она, не будет. Вот жерлица, блин. Вот вторая. Вот капканчики здесь 3 поставил, блин. Вот нет бы взять это, нет, надо у тебя, блин, именно блесенку. Так, ну чё? Надо идти в избу.
снасти у меня все в избушке. И нацепить вертикальную блесенку на эту удочку, на металлический поводок. Потому что с тонкой леской делать нечего. А на ратлин брать не хочет. Так вот. Лучше бы я просто молча, блин, ловил окуня там. И ловил, блин. Хотел же я посмотреть. Нет, еще решил закинуть. Ах. Ладно, глянем в камеру. Посмотрим подводный мир. И сходим в избу. Попьем чаю. И возьмем с собой вертикальную блесну от Мишки Пантелея. Так. Ну что, давай посмотрим вместе. Включаю. Включили запись. Так. Трава. Трава, трава. Трава. Ну и где здесь щука? Не вижу щуки. А она есть. Это не щука, это сука. О. Вон, окушарики. Вот он, окунь. Ага. Он второй там. Видно, да, вот. Два кушочка. Так, ну давайте посмотрим в ту лунку, где у нас поклевки следовали одна за другой. Сколько? 4 окуня мы здесь поймали, успели. О. А в камеру не видать. А нет, вот он. О, вот он. Ага. Вот он, окушочек. Ну-ка, здесь что? Это что такое? Непонятно что. В камеру смотришь? А вот что-то подошло. Окуня не видать. Блесну кидаешь. Поклевки одна за другой. Может, повыше они, нет? Не. Ладно, не будем баловаться, не будем тратить время наше и ваше. Выключаем. И пойдем лучше мы в избу за блесной.